Молочную продукцию стоит проверять так же серьезно, как мясную, мнение главного санитарного врача Людмилы Глушковой. В этом году Роспотребнадзор провел 235 проверок, в половине выявлено нарушений. Самые серьезные в молочной продукции. В 2 торговых сетях в Сыктывкаре реализуется сыр, в составе которого жиры не животного происхождения. Найден фальсификаты в детских лагерях «Мечта» и «Олимп». Самое главное, что сегодня волнует родителей, чем кормят и как кормят наших детей в летних оздоровительных учреждениях. Это вопрос номер 1. Насколько там качественное, адекватное питание. И соответствует тем ценам на услуги летнего оздоровления, которые заявлены. Значит, мы уже проверили 46 поставщиков. А списки поставщиков нам представляют организаторы летней оздоровительной кампании. Впереди еще 30 проверок, и мы их не будем прекращать до окончания летнего оздоровительного сезона. Минсельхоз уверен, проблема федеральная и древняя. В стране открыты границы для ввоза некачественного сухого молока, преимущественно из Белоруссии. Уронили цену на цельное молоко. Все молочные заводы России перешли на сухое молоко, потому что был это очень дешевый продукт для них. И вот последствия мы сейчас ловим до сих пор. И на уровне России провели совещание с участием министра тогда Ткачева, и было принято решение такого порядка запретить ввоз сухого молока в Беларуси и отказаться от всех поставщиков, определить одного поставщика. Впрочем, пока решение так и не принято. Ожидают субъекты и принятия законопроекта, который предпишет производить сливочное масло и сыр только из цельного молока.